Дорогие, добрый день, Зинаида Михайловна, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, давно не было меня с вами на связи, чуть-чуть попозже объясню, что, почему, а сейчас покажу, что у нас тут происходит. Короче, друзья, как вы знаете, видите, это все у меня вынесено из кухни, вся посуда, вся утварь, все стоит у меня накинутое вот так вот. Вот, и вот что у меня происходит на кухне. Так, как вы знаете, мы стены штукатурили, все уже со стенами проблема решена, но мой сын решил сделать на полу плитку и сделать теплый пол, потому что у нас здесь было очень холодно. И сырость не проходила, потому что отопления как такового здесь не было. И вот решились вот такой вот сделать теплый пол. Вот на такой стадии пока вот остановились. Кое-какие были у нас проблемы. Ну, короче, вот так вот. Вот. Теперь уже сколько? Уже 4 дня, как кухня у меня в том доме. В холодные новые кухни. Но что поделать, друзья, делать нечего. Пока как-то перебиваюсь. Вот, и сегодня ничего не сделали они там, потому что не получилось привезти нам цемент. Вот такие вот дела, друзья, у нас. Сегодня хочу посолить капусту. И вот будем с вами вместе солить капусту. Вот такие вот дела. Погода у нас сегодня утром было очень холодно, но солнечно. Но к обеду уже немножко все так как бы потеплее, не так холодно и на новой кухне, где я готовлю. Ну, конечно, мне очень трудно эти 3-4 дня, признаюсь вам честно, и там готовить, и, во-первых, там нет воды, приходится воду из ванны горячую выносить. Ну, короче, нет пока условий. Вот такая вот у нас погода. Хорошо, так тепло, относительно тепло, но утром было очень холодно. А вчера было, так это вообще такой дубняк. Но ни снега, ни осадков никаких нет, но вчера было очень холодно. Вот, сейчас пойдем солить капусту, и я вам расскажу дальше, что я делала эти дни. Ну и вот, друзья, теперь мы будем с вами солить капусту. Значит, у меня вот 5 кочанов капусты я почистила, принесла сюда. Там холодно. Я обычно подготовительные какие-то процессы делаю у себя здесь в комнате. Но, конечно, то, что нужно делать на плите, делаю там. Вообще-то хотели мы поставить газовую плиту в коридоре, ну, в прихожке. Но я боюсь, что это все у меня испачкается, потому что нет-нет, и жареное делаем, и... Ну, сами понимаете, у меня здесь вытяжки нет, и никогда не было, ничего не готовилось, поэтому не хочу. Знаю, что холодно, будете говорить, что могу заболеть, но я так по-быстрому, пока делаю такие несложные блюда, чтобы долго не стоять на кухне. Так, я сначала, наверное, выну отсюда капусточку и буду делать, сейчас, просто с вами сейчас немножко поговорю, чтобы меня было видно, а потом опущу камеру. Друзья, сейчас я опущу камеру, потом мы с вами поговорим. Чтобы не занимать вас просто болтовней. Вот так вот. Так, в это ведерочко я хочу посолить ее. Так, здесь я буду шинковать. Значит, почему меня не было? Друзья, многие уже начали меня спрашивать, но у меня очень много подписчиц в личке со мной общаются, они все знают, но уже которые не так общаются, но хотят узнать, что со мной, они все-таки уже начали мне звонить, писать, и Мадине, моей девочке, спасибо вам большое, что вы интересуетесь, что вам не все равно, что и как. Мне очень приятно. Ну и сейчас расскажу вам все потихонечку. Будем сейчас продолжать солить нашу капусту. Ну, пока шинковать. И буду рассказывать вам, что да как. Значит, почему меня не было? Как вы видите на кухне, то, что происходит, вы уже видели. Но в том, что первый день, да, выносила вещи, все это уже было не до съемок.
Второй день. Так, капусту я вот так вот шинкую вот этой вот таким вот ножом. Прям вот сюда в тазик. На второй день, друзья, у меня вы сами, ну, некоторые, кто хорошо со мной знаком, знают, что у меня небольшие проблемы с желчным пузырем. Ну, вернее, небольшие проблемы. А у меня камни в желчном пузыре. И, конечно, я нет-нет сажусь на диету, чтобы мне не было совсем плохо. Почему-то пока не решаюсь на операцию, хотя мне один врач советовал сделать срочную операцию, второй врач на УЗИ сказала, что пока я не рекомендую вам, раз таких острых приступов ничего такого нет, если вы соблюдаете диету, то можно пока еще походить. Поэтому не знаю, почему-то вроде бы не сложная операция, но как-то я пока за нее не берусь. И вот в один день поела, ну, несколько, 3-4 дня тому назад, потому что я уже 5 дней не в эфире. Поела пельмени, приготовила нам всем пельмени в семье, поела с семьей пельмени. Мне стало как-то вот, ну, немножко не по себе. Такая тяжесть появилась в желудке. Простите, что про болезни с вами говорю, но хочу рассказать, что было. Этот день, конечно, мне снимать уже я не смогла. И по идее, так по дому тоже ничего такого не делала. Ну, я бы не сказала, что там прям такой острый приступ был. Но вот тяжесть в желудке, ну, неприятные ощущения. На второй день то же самое. На второй день опять я согрешила сама же. Эти же пельмени поела немножко пожаренные, потому что люблю. Ну, буквально съела 4-5 штук. Но эта тяжесть, наоборот, еще усугубилась, как знаете. И вот эти 2 дня ходила так. А на третий день у меня такая головная боль. На третий день я села на диету, конечно. Всегда я, когда у меня немножко начинает в боку, чувствую, что не то, я всегда вот, ну, сама себе делаю какую-то диету. Даже голодаю. А на второй день, ну, на третий день, вот 2 дня проболела так, не до съемок было. На третий день была ужасная головная боль, и я решила все-таки, давно уже заказывала, хотела сделать, ну, взяла курс здорового питания, друзья. Не знаю, что из этого выйдет. Ну, вот со мной занимается индивидуально одна девчонка молодая. Посмотрим, что из этого выйдет. Но она мне сказала, что мне вообще нельзя пить ни сахар, ни чай, ну, в этой диете. Пока я не буду вам там серьезно говорить о этой диете, потому что не знаю, что, как. Вот на себе испытаю, если будет хорошо, сами узнаете, и потом уже конкретно можно будет об этом говорить. А сейчас я вам просто рассказываю, что и как. Я, друзья, такая чаевница. Я, наверное, стаканов 10 чая пью в день. Ну, чашек. Очень люблю чай, и после еды мне обязательно нужно выпить чай, и между едой я пью чай. И по идее я практически не пью воду, а как только хочу пить, шла и пила чай. Но она мне сказала, что от чая надо отвыкнуть, тем более от сахара. Короче, вообще вот в этой... Ну, она не говорит, что это диета, это правильное питание, типа, что в этом питании вообще не разрешается сахар и не разрешается мучное, из пшеницы ничего. И, друзья, как я сказала, значит, мне нужно воздержаться от потребления всего, что входит, ну, во что входит глютен, короче. Никакой пшеничной муки, ничего содержащего глютен мне нельзя. Не знаю, насколько я выдержу, но вот пока вроде бы нет. Вот, и я вам к чему все это говорю, что на третий день, вот когда у меня началась именно день этого первого дня моего питания, отказ от сахара и чая, мне было, ну, плохо-неплохо. Не сказать, что плохо, но была ужасная головная боль. Я решила на этой терке натереть. Что-то она мне более нравится. Видите, вот так вот. Давно хотела посолить капусту. Никак руки не доходили. Купленная лежит давно, как помните. Еще перед Новым годом я покупала. Но вот решила сейчас. У меня и там по рецептам хорошо квашеную капусту на салатике готовить, поэтому надо приготовить уже. И в этот день у меня болела голова именно, знаете, от чего? Потому что мне жутко хотелось пить чай с сахаром.
А я как пила всегда чай с сахаром, не сладкий, а в прикуску. Но действительно я знала, что очень много ем сахар. Мне нужно было как-то все-таки немножко воздержаться, потому что, друзья, прибавила в весе очень заметно. И не знаю, какой-то на меня действительно напал в последнее время жор. Постоянно я ела, постоянно хотела есть. Вроде бы и сыта, но все равно вот мне хотелось есть. Мне это как-то нужно было все равно остановить. Не знаю, я как-то искала в интернете и нашла эту девчонку. Давно-давно я еще хотела, наблюдала за ней. Договаривались мы с ней до Нового года, что начнем после Нового года. И вот мы теперь с ней начали курс этот, не знаю, и опять я повторюсь, я не знаю, вообще-то не хотела вам говорить, потому что боялась, что я сорвусь или еще что-то. Ну, если даже сорвусь, я думаю, вы будете со мной. И вот этот день прошел у меня с ужасной головной болью, никакие съемки, что вы, я даже ничего не могла делать. Знала, что очень хочу чай. Хотя она мне на первый день еще и разрешила, если так уж очень будет невмоготу, попей, но только с медом. Но я выдержала, не стала, потому что я не люблю с медом пить чай. Вот мне нужно было обязательно чай с сахаром. Я выдержала этот день, но головная боль была, да. Вот, 3 дня, считайте, вот, что меня не было. На 4-й день мне стало гораздо лучше. Я привыкла уже и к питанию, начала потихонечку привыкать. Сахар мне вообще не нужен. Сейчас уже пятый день, да, получается, 5-й день. И действительно, я не хочу ни чай, ни сахар. А к хлебу вообще у меня даже не было тяги. Вот я не знаю, я даже не думала, что я вот так вот смогу и без хлеба. Вот совершенно мне без разницы, потому что я сажусь вместе со своими детьми. Они едят то, что я им приготовила. Я ем свою еду, и мне все равно. Даже не хочется того, что вот они едят. Вот пока так, не знаю, что со мной будет дальше. Потихонечку я, может быть, если вам интересно, напишите, друзья. Может быть, какие-то вот рецепты, которые она мне рекомендовала, буду вам, ну, когда буду готовить их, и вам буду показывать. Может быть, кому-то будет что-то интересно. Вот так вот, друзья. Ну, пока вот, действительно, пока не узнаете, что со мной и как со мной, рекомендовать, конечно, не могу. Но если эта диета мне понравится и моему здоровью будет намного лучше, то уже будем с вами говорить о другом. У меня просто действительно проблема и для нее, и для меня, что вот именно в поджелудочной железе у меня, поджелудочной, говорю, в желчном пузыре у меня проблемы, из-за этого, конечно, страдает и поджелудочная. Вот поэтому со мной нужно как-то индивидуально очень, потому что в этой диете она рекомендует жиры. Вот некоторые же не рекомендуют жиры, она именно и животные жиры, и растительные жиры, кроме подсолнечного масла, друзья. Вот такое вот ПП питание. Ну, безглютеновая диета, по идее, тогда, как Мадина мне сказала. Вот. Это 3 дня. На 4-й день мне позвонила. И вы знаете, друзья, я вам не говорила, что у меня сестра лежала в больнице. Еще в больнице она лежала уже больше месяца тому назад. Лежала в ковидном отделении, но как таковой ковид ей не ставили. У нее была двухсторонняя пневмония. В больницу, конечно, я ездила, навещала, но я просто не говорила об этом на канале. И она уже 3 недели тому назад выписалась. Но после выписки мы к ней как-то, не получалось у нас поехать. То Мадина сразу заболела. А мы хотели все вместе, втроем. Мадина, Танзила и я. Ну, 2 дочки мои и я, если кто не знает. И мы вот собирались. Короче, пока мы собрались, прошло 3 недели. Перед Новым годом собирались. Числа 28-го, чтобы поехать посидеть. Там еще полгода тому назад родилась девчонка. Наверное, кто со мной давно, помните, я ездила на Маулид. Но опять мои дочки тогда не смогли поехать. У Мадины заболел ребенок, а Танзила, тоже заказы у нее были. По-моему, заказы были. И они мне тоже: мам, мы тоже поехали, давай вместе как-нибудь. Короче, никак у нас не получалось поехать. Ну вот, на 4-й день, которого меня не было, мы созвонились и решили поехать к сестре. Мы ей 2 раза уже говорили, и потом уже не получалось ехать. Думаю, давай не будем предупреждать их, потому что если ты их предупредишь, то, конечно, опять эти столы, опять готовка. Не хотелось, чтобы они тратились. А потом вспомнила, она же на работу вышла. А если она на работе? А посчитать я уже не знала, в какой день она вышла, что, потому что у нее 3 суток дома,
одни сутки она работает. Я говорю, нет, про себя. Надо все-таки поставить ее в известность, что мы, ну, где она, по крайней мере, узнать. Я ей позвонила, и она мне, представляете, заявляет, что она в больнице. Я говорю, что случилось? Что-то у меня опять одышка. Я не знаю, что. Пришла вот обследоваться, ну, посмотреть, к врачу подошла. И, короче говоря, я говорю, ой, а мы к тебе собирались сегодня. Она говорит, ну, приезжайте, я сейчас поеду домой. Но она еще тогда не так вот, ну, нормально, вроде более-менее. Одышка, конечно, слышалась. Но мы все-таки поехали. После обеда поехали, Танзилу забрали, Мадину забрали, поехали на такси со своим сыном старшим. А сестра моя живет в Осетии, друзья. Ну, нет, хоть и в Осетии, это недалеко от нас, но вот на машине, ну, минут 30-40 максимум, если так, спокойно даже. Если быстро поехать, то и за 30 минут можно доехать. Короче говоря, мы поехали. И они как раз только пришли из больницы. Оказывается, после того, как она со мной разговаривала утром, они уже поехали в Владикавказ, там сделали КТ легких. И ей сказали, что у нее в обоих легких жидкость. Ну, когда мы туда зашли, она еще не такая была. Мы посидели, смеялись, общались, разговаривали. Может быть, я даже поставлю этот ролик после того всего этого, как мы там у нее были. Там кусочки мы немножко поснимали. Просто видя, что вот у нее такое состояние, снимать не очень-то хотелось, честно вам признаюсь. Мне было не по себе, очень не по себе, но я ей этого не показывала, что я вот прямо вот боюсь за нее. Но я очень испугалась, потому что у нее была одышка. Она 2 раза сделала ингаляцию, пока мы там сидели. После ингаляции еще более-менее было ей нормально. Ну, вроде бы с нами посидела, посмеялась, и поужинали мы. Но уже когда мы вечером ехали домой, она уже серьезно, одышка у нее была. Я очень просила, конечно, чтобы они поехали в больницу, но она отказалась. Только завтра утром. Вот этот день прошел у меня так. А вот уже, получается, 5-й день вчера был, вот, 5-й день, вчерашний, они повезли ее в больницу. Сын ее и моя дочка, короче говоря. Я не стала ехать, потому что Танзила сказала, мам, не надо, я все с ними, я им помогу, все, где надо, что надо. Просто сноха ее с маленьким ребенком, ей не получается. Танзила сказала, я свободна, у меня нет заказа. И вот так вчерашний день. До обеда я просидела на телефоне, спрашивала, что да как. Ну, после обеда Танзиле пришлось поехать домой, я поехала, ее заменила. Сказали, что нужно выкачать эту жидкость из легких. Но когда я уже доехала до больницы, она уже была в палате. Жидкость выкачали. Ей было намного лучше, дышалось намного лучше. Вот посидела с ней часа 3 рядом. Но, друзья, мне было так плохо, что вот... Я представить не знаю, я даже передать не могу. Я и так перепугалась все-таки за нее. Сестра намного старше меня, на 13 лет. Ну, и сами понимаете, сестра, единственная сестра, тем более. И вчера вот никакие съемки, что вы, вообще ничего я не хотела, не могла. И сегодня, знаете, как-то опять вот уже до обеда, ну, не клеилось ничего, позвонила ей, вроде бы все, она говорит, и спала я, и поела, все нормально. Вот. Но сегодня я не поеду туда, завтра поеду проведать обязательно. Да, Эндели, если будем живы. Только что разговаривала с племянником, говорит, только принес, говорит, еду, чайник принес, все такое, все, говорит, у нее более-менее нормально. У нее еще и высокий сахар, друзья. Вчера повысился вообще до 30, но сегодня уже потихонечку снизился до 8. Я не знаю, интересно, меня слышно или нет. Я еще просто не хочу просто так сидеть и общаться. Вот такие вот дела. Вот почему меня не было. Ну, надеюсь, с сегодняшнего дня я буду снова появляться. Мы будем снова вместе. Вы будете знать, что я делаю, как я делаю, что у нас происходит. Если, конечно, вам интересно. Вот такие вот дела, друзья. Да, с мамой все хорошо. Единственное, что у нас пока мама кушает у себя в комнате, потому что сюда она на ступеньках 2-3 раза забираться просто не может. У нее очень сильно болят колени. И я ей отношу к себе в комнату. Ей, конечно, скучно немножко. Она еще, когда мы все болели, немного сидела на карантине, тоже мы ей туда заносили еду. Ну, скоро
даст Всевышний, кухня будет закончена, и мы будем нормально с вами и снимать, и общаться, и с бабушкой все вместе, и обедать, и завтракать, и ужинать. И все у нас, да, Эндери, будет хорошо, если даст Всевышний, как я сказала. Вот так вот, друзья. Вот и весь мой рассказ. Намного мне самой сегодня как-то уже радостнее, потому что сестре лучше. Будем надеяться, что ей будет очень хорошо. Пока ее оставили в хирургии, наблюдают. 3-4 дня сказали, ей надо за ней понаблюдать, что как. Наверное, хотят узнать больше, накопится ли эта жидкость. Не знаю, почему она у нее накапливается. Или ее не долечили, когда она лежала. Или что. Вот так вот, друзья. Я желаю всем, у кого кто-то болен, а таких сейчас очень много, здоровья. Сама по себе уже знаю, насколько это тяжело, когда твой близкий болен, насколько ты переживаешь. Это что-то, друзья. Не дай Боже, чтобы у кого-то была одышка. Это страшное дело. Вот. Так, ну все, что ли, сделать ее. Наверное, я сейчас ее просто больше, остальное потом сделаю сейчас. Так. Эту капусту я буду делать без уксуса, без ничего, как я всегда делала. Но у меня есть еще один рецепт. Мне дала Танзила, говорит, он очень вкусный. Вкусная бывает. Надо попробовать и из этого рецепта. Но сегодня вот такой, как я всегда делаю, без ничего. Сейчас я сразу же сюда натру морковку на корейской терке. Ну, на терке по-корейски. Вот так вот. Я не очень люблю, чтобы в капусте было много моркови. Так, немножечко натрем. Так. Ну вот, друзья, морковку я натерла, значит, по-моему, меня видно, вернее, не меня, а капусту с этой. Теперь мы посолим ее. Соль по вкусу. Я не могу вам сказать, сколько соли. Я всегда вот солю и пробую капусту, потом добавляю чуть-чуть солоноватее, делаю, чтобы чувствовала соль, потому что впитается потом. И не натираю ее, просто перемешиваю. Вот так вот. И немножечко, буквально много тоже не люблю, немножко добавляю семена укропа. Вот, буквально вот немножко для ароматика. Кто-то любит морковки побольше, я не люблю. Мне даже кажется, слишком много я добавила морковь сюда. Ну нет, нормально. Еще тщательно не перемешала, тщательно перемешаем. Так, ну вот, друзья, чуть-чуть еще досолила я ее. И сейчас, так, сюда. Интересно, Ибрагима нет дома. Если бы он был дома, то мне было бы удобнее снимать. Хотя он у нас еще до 17 числа дома. У него почему-то такие длинные каникулы. Так, теперь несколько лавровых листиков. Я помыла их уже. Кину вниз. Так, теперь будем укладывать слоями. Как я сказала, я ее не перетирала. Просто посолила и перемешала. Теперь вот положила слой. Сейчас еще... Жалко, у меня нет этой деревянной. Видите, перчик вот такой вот, он у меня очень остренький. Даже не знаю. Ну, половинку, наверное, может быть, ножом я порежу его. Так,
как мне нельзя много острого, я только кину половиночку. Так, теперь хотя бы такой картофеломялкой утрамбую. Добавлю вот так вот 2 листика лаврового листа и следующий ряд. Вот так вот. Опять утрамбуем. Половинку еще добавим перчика. Он очень остренький. У меня где-то есть сушеный, но я решила все-таки этот добавить, чем он пропадет. Ну и все, вот так вот дальше. Все положу. Так, что же немножко. Тоже опять 2 лавровых листика и половина перчика. Все. Теперь пока отставим и продолжим дальше. Так, это сюда. Так, ну вот, друзья, теперь я до конца нашинковала капусту и докончим квашение нашей капусты, да? Вот так вот, друзья. Только что опять я позвонила сестре, говорит, что у нее все хорошо. Уже, ну как хорошо, более-менее, конечно. Но сегодня мы договорились, что сноха ей пошлет еду, завтра уже я поеду. А послезавтра Танзила обещалась. Так что вот так вот мы будем по очереди навещать. И кто, да, действительно, больничная еда, конечно, есть, но мы все равно хотим, как бы, чтобы и своя еда была. Утром, конечно, она сказала, нет, я люблю каши именно, потому что она сама работает в больнице, что она любит каши. Вот, утром и вечером ей нравятся больничные каши, больничная еда, но вот на обед все-таки нужно что-то ей повезти. Вот, завтра поеду я. Вот. Такие дела. Неужели у меня ее не войдет, моя капуста, сюда? Я думала, ее будет мало даже. Так. Сейчас, наверное, попрошу Джабраила ее утрамбовать получше. У меня сил нет. Деревянная такая толкушка у меня раньше была. Но в этой моей перестройке не могу нигде ничего найти. Не зря ремонт, переезд приравнивают к пожару. Не дай Боже, конечно. Так. Все-таки придется мне прибегнуть к силе Джабраила. Ну вот, друзья, Джабраил мне утрамбовал
капусту. Я бы не смогла, чтобы она поместилась. Я не думала, что ее так много будет. Так, теперь я боюсь, что она будет переливаться, поэтому поставлю обратно сюда вот в тазик. Накрою грузом. Уже сок тут выделился сильно, видите как. И поставлю вот такой вот груз, банку с водой. Все. Видите? И теперь оставлю вот так вот. Обычно я оставляла только на сутки. Я не очень люблю, чтобы она там прям сильно прокисла. Но в питании, где мне говорятся, мне нужно, там написано, чтобы она 2 дня стояла в теплом месте и ферментировалась. Поэтому на этот раз оставим ее 2 дня дома в теплой комнате. Сейчас я ее, наверное, на край стола оставлю пока. И все. На сегодня мы с капустой справились. Вот такие вот, друзья, дела. Так что, если кто не квасил капусту, давайте со мной. Ну и вот, друзья, на сегодня все. Как-то так у нас сегодня. Рассказала вам, что и как. Может быть, кому-то было интересно, может быть, кому-то и не было интересно. Но вот так у меня проходили эти дни. И практически, наверное, проходит сегодняшний, потому что уже 4 часа дня. Мне надо уже готовить ужин. Ужин и для семьи, и отдельно для меня. Но пока я еще не вошла в это русло. Надеюсь, я вам потихонечку все-таки все это у меня как-то, я еще не знаю, где что стоит. Короче, эти неудобства очень большие у меня. Но ничего, все будет хорошо. Лишь бы все наши родные и близкие были живы и здоровы. Действительно, друзья, я очень перепугалась за свою сестру. Просто даже не передать словами. Все-таки, когда болеют родные, это очень плохо. Это огромный стресс. Ну, что поделать, это все в руках Всевышнего. Надеюсь, у вас у всех все хорошо, как я уже сказала. Всем, кто болеет, дай Всевышний здоровье, выздоровление, исцеление. Ну, вот так вот, друзья. Всех благ вам, мира вам и благоденствия. И все время будем надеяться и молиться на то, что у нас будет все хорошо по воле Всевышнего. Ну, вот как-то так.